Вы смотрите новости Татарстана. В студии Алексей Калиничев. Здравствуйте. О главных событиях этого дня в ближайшие полчаса. В Татарстане возбудили уголовное дело после резонансного ДТП с микроавтобусом. Оно произошло сегодня утром на трассе Казань-Оренбург в Рыбнослободском районе. Легковой автомобиль выехал на встречку. На полном ходу влетел в микроавтобус, полный пассажирами. Они ехали из Казани в Заинск. Водитель легковушки погиб до приезда скорой. 11 человек, в том числе ребенок, получили травмы. Все они госпитализированы в РКБ и ДРКБ. Рамиль Галиуллин с подробностями. Первые кадры с места аварии. Всюду куски искореженного металла. Обломки разбросаны на десятки метров. Удар был такой силы, что сейчас трудно понять, какой марки были автомобили. Форд. Все произошло утром на трассе Казань-Оренбург. Микроавтобус «Форд» вез пассажиров из столицы в Заинск. В салоне было 10 человек. В какой-то момент прямо перед автобусом на встречную полосу выехала легковушка. 9 августа в 10 часов 15 минут на 71-м километре автодороги Казань-Оренбург водитель автомобиля «Хонда Цивик», грубо нарушив правила дорожного движения, выехал на сторону встречного движения, где совершил столкновение с автобусом «Форд». В результате ДТП водитель автомобиля «Хонда Цивик» скончался на месте. Одними из первых, кто оказался на месте трагедии, были сотрудники Росгвардии. Часть людей, находящихся в транспортном средстве, в автобусе, не смогли самостоятельно выбраться. Мы их вывели наружу, вынесли на руках, оказали медицинскую помощь, то есть перевязали раны, открытые, остановили кровотечение. В аварии пострадали 11 человек, в том числе ребенок. На место были отправлены машины скорой из 5 районов республики. Получивших травмы в аварии доставили в республиканскую клиническую больницу в 12 часов дня. Одного пострадавшего привез борт санавиации, других пострадавших доставили кареты скорой помощи. 2 человека от госпитализации отказались. Тем временем 8 человек, 5 мужчин и 3 женщины, как говорят медики, находятся в состоянии средней степени тяжести и близком к удовлетворительному. Все пациентам оказана квалифицированная медицинская помощь, проведено полное обследование. Характер травм различный. Пациенты с черепно-мозговыми травмами, ушибами головного мозга, сотрясениями, переломами костей верхних и нижних конечностей. Пострадавшего 11-летнего мальчика доставили в ДРКБ. У него диагностировали закрытую черепно-мозговую травму. Он был в автобусе с мамой, а она госпитализирована в РКБ. Проведено комплексное обследование, включая компьютерную томографию головного мозга, грудной клетки, брюшной полости. По данным исследования, данных за повреждение внутренних органов не выявлено. Ребенок в настоящем времени находится в специализированном хирургическом отделении нашей клиники. Состояние его средней степени тяжести. На месте аварии весь день работают представители ГИБДД, прокуратуры и Следственного комитета. Возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека», а также оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности. В настоящий момент проводится комплекс необходимых следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. Также по факту ДТП с участием рейсового автобуса проверку организовала прокуратура Татарстана. Надзорное ведомство выяснит обстоятельства случившегося, а также способствовавшие ДТП причины и условия. Прокуратура также проверит работу организации перевозчика в части обеспечения требований безопасности при осуществлении пассажирских перевозок и эксплуатации транспортных средств. Как водитель легковушки оказался на встречке, пока не ясно. В этом месте по одной полосе движения в каждую сторону и сплошная разметка, а значит, обгон был запрещен. Рамиль Галиуллин, Марат Зайдуллин, Адель Мендубаев и Наиль Абдуллин. ТНВ, Рыбнослободский район, Казань. И сегодня глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поставил на контроль расследование дела о смертельном ДТП в Рыбнослободском районе. Он поручил руководителю Следственного управления по Татарстану Валерию Липскому доложить о проведенных следственных действиях. К другим новостям. В Нижнекамск сегодня прибыл Кубок Стэнли. Главный трофей НХЛ в родной город привез защитник клуба Tampa Bay Lightning, двукратный обладатель Кубка Стэнли Михаил Сергачев. 23-летний спортсмен стал первым татарстанским воспитанником, который получил эту награду. В аэропорту Бегишева игрока встретили десятки болельщиков и воспитанники местной хоккейной школы. Следующей точкой торжественного шествия победителей Кубка стала родная 31-я школа, где учился хоккеист. Жители города фотографировались с Кубком Стэнли в Ледовом дворце и парке нефтехимиков. Огромная ностальгия, приятно приезжать в родную школу, и каждый год я это делаю и буду продолжать, поэтому хотелось бы сказать спасибо большое за классный прием и вообще за все круто.
Сегодня самая насыщенная программа форума «Россия. Спортивная держава». Как в деловой повестке, так и в спортивной. На полях Казань-Экспо звезды давали мастер-классы, а профильные эксперты обсуждали развитие спорта. Где могут пройти вторые игры стран СНГ и выступят ли на них люди с ограниченными возможностями? Детали второго дня форума у Салавата Мухаммадуллина. Так, с пробежки вдоль Казанки начался второй день спортивного форума. На старт вышли около 200 его участников, в том числе министры спорта России и Татарстана. Дистанция 2 километра под проливным дождем. Больше 200 человек, которые вышли в непогоду и показали, что они личным примером показали, что в здоровом теле, во-первых, всегда будет здоровый дух. И, во-вторых, они практически все руководители представляют общественные государственные организации. На них смотрят, на них равняются. Сегодня мы доказали, что с нас можно брать пример. На главной площадке форума в Казань-Экспо сегодня большое внимание спортивному залу. На 10 тысячах квадратных метров футбол, волейбол, баскетбол, гимнастика, полеты на дронах и даже кибертурнир. Здесь же звезды спорта и встреча с олимпийскими чемпионами. Любимый прыжок, как стать мастером спорта и какой выбор в жизни был самым сложным. На такие серьезные вопросы детей сегодня отвечали Алексей Ягудин, Татьяна Тотмянина и Евгений Ловчев. Какой был самый сложный выбор? Я, правда, его не озвучил, но вам скажу. Был, когда мы уже жили с Таней вместе, и вот этот сделать шаг, и как бы на первого ребенка, вот он был действительно, не могу сказать, что он прям таким был, не прохождение, этот путь было сложно пройти, но действительно я задумывался не на один день. Одно из ключевых событий дня – заседание Совета по физической культуре и спорту участников соглашения о сотрудничестве государств стран СНГ. На повестке 10 вопросов. Первый – опыт Казани в организации игр Содружества. Задействовано 11 спортивных сооружений, на которых мы уже и до этого проводили огромное количество соревнований. И, в общем-то, мы в преддверии игр СНГ привели их в полное соответствие всем международным стандартам. Второй вопрос – стратегия развития сотрудничества. Делегация Узбекистана выступила с предложением. Мы предлагаем проводить, это, как я уже отметил ранее, соревнования среди спортсменов с ограниченными возможностями. То есть это будет также одновременно и пара-марафон. Среди инициатив – популяризация национальных видов спорта и обмен кадрами в профильном образовании. Физическая культура сейчас очень тесно сопровождается и медициной. Это не только усилия тренеров, спортсменов, еще ученых. Нам надо тоже поработать в этой области. За круглым столом участники приняли решение о сотрудничестве в борьбе с допингом, одобрили программу «Спортивные столицы Содружества», договорились о проведении марафона здоровья в следующем году и определили желающих провести вторые в истории игры стран СНГ. Выразить свою готовность касательно проведения вторых игр стран СНГ в Азербайджанской республике. И мы будем очень рады приветствовать всех на нашей земле. Внимание, желание нашей заявки Республики Беларусь с тем, чтобы провести игры Республики Беларусь. Татарстан сегодня на форуме представил проект школьной волейбольной лиги. От масштабов республики он вырос до федерального. В планах проведения турнира в 10 городах – Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Ярославле, Казани, Уфе, Екатеринбурге, Новосибирске, Кемерово и в Красноярске. Постараемся помочь и методическими материалами, но и наш пример должен оказаться заразительным в хорошем смысле слова. Из новинок для спортивных школ – цифровая платформа «Мой спорт». Это приложение, в котором будет информация о молодых спортсменах. Родители смогут следить за итогами каждой тренировки и сравнивать успехи тренеров. К проекту подключились уже более 50 регионов страны. Здесь мы должны отметить спортсменов, тренеров, родителей. Мы создаем одну экосистему для того, чтобы у тренера была возможность донести информацию до родителей о том, какие успехи у ребенка. Так, положительный эффект от проведения форума в Казани должны получить не только профессиональные спортсмены, но и любители. Салават Мухаммадуллин, Рамзиль Гарипов, Ленар Хузиахметов, ТНВ, Казань.
В Казанском Кремле президент Татарстана сегодня встретился с министром туризма и спорта Узбекистана Азизом Абдухакимовым. Обсуждали перспективы сотрудничества в области физической культуры и спорта, укрепления связей в сфере туризма и реализации целого ряда совместных проектов. В прошлом году товарооборот между Татарстаном и Узбекистаном составил $156 миллионов. Сотрудничество ведется и в сфере образования. В вузах республики сегодня учатся больше 3000 студентов из Узбекистана. И, как сегодня сообщил Рустам Минниханов, в ближайшие годы Казанский федеральный университет планирует открыть в Узбекистане свой филиал. Рустам Минниханов сегодня встретился с директором Ассоциации инновационных регионов России Иваном Федотовым. Организация собирает и анализирует приоритетные проблемы и инициативы российских регионов. Готовит экспертные заключения на проекты федеральных законов. Рустам Минниханов и Иван Федотов обсудили основные результаты работы ассоциации и план мероприятий до конца года. Приехал в Казань сегодня и руководитель Федеральной службы по надзору в сфере транспорта Виктор Басаргин. Напомним, работа Ространснадзора охватывает все виды транспорта с точки зрения безопасности перевозки пассажиров, обеспечения безопасности транспортировки опасных грузов. На встрече в Кремле Рустам Минниханов и Виктор Басаргин обсудили вопросы сотрудничества по линии деятельности федерального ведомства. Документы готовят к отправке в Париж, а здание обсерватории Энгельгарта будут капитально реставрировать. Сегодня в Зеленодольском районе прошло совещание по готовности включения в список претендентов всемирного наследия ЮНЕСКо. Сейчас в Татарстане 3 объекта под охраной ЮНЕСКо. 4-м может стать комплекс Казанской обсерватории имени Энгельгарта. Работа по включению началась еще в 2005 году по инициативе государственного советника Ментимира Шаймиева. Какие еще этапы предстоит пройти, о каких свадьбах под луной шла речь, подробнее расскажет Илья Хайрудинова. Уникальное здание 1901 года. Здесь располагаются уникальные телескопы 19 века постройки. Павильоны из гофрированного железа, сами телескопы, кирпичная кладка стен, деревянные купола. Тут все так же, как ровно 120 лет назад, когда открылась обсерватория. И вот на это грандиозное событие был приглашен весь казанский бомонд, московские гости представительные. С тех пор здесь ничего не поменялось. Иногда белили стены, красили двери, меняли стекла на окнах. Сейчас все требует капитальной реставрации. И это не просто желание войти в список ЮНЕСКо. Обсерватория – место научно-просветительской работы. Только за прошлый год ее посетили более 40 тысяч человек. Все приходит все-таки в негодность, необходима некоторая реставрация, то есть часть помещений требует ремонта, особенно вот внешнего ремонта. Практически, конечно, все это требует финансов, и Казанский федеральный университет самостоятельно не в состоянии потянуть такие финансовые затраты. Еще один уникальный объект комплекса обсерватории – усыпальница. Здесь захоронены великие астрономы Василий Энгельгарт и Дмитрий Дубяга. Это здание тоже требует реставрации. В настоящее время мы готовим документы для представления проверки его в ЮНЕСКо в Париже. Во Францию отправят 3 тома документов: описание номинации, фото и чертежи и план управления объектом. Сейчас все это переводят на английский язык. Мы очень этого хотим и делаем все для этого, для того, чтобы это состоялось. Но у ЮНЕСКо есть свои регламенты. Естественно, это работа, которая будет проводиться вместе с Российской Федерацией, в рамках Российской Федерации и в рамках ЮНЕСКо. Сразу же, вот если мы сейчас перечисляем, столько зданий перечислили, столько видов работ перечислили. Мы же должны понимать даже, кто будет выполнять эти работы. Сегодня на специальном совещании представители самых разных ведомств обсуждали детали подготовки объекта к представлению экспертам ЮНЕСКо. Документы документами, но лучше один раз увидеть. Такая возможность будет летом 2022 года. Тогда в Казани пройдет 45-я сессия ЮНЕСКо. Я не сомневаюсь нисколько, что эта межведомственная работа приведет к успеху. Ну и, безусловно, очень большие задачи у местной администрации будут, у администрации Зеленодольского района. Вообще Зеленодольский район будет у нас единственным районом в республике, где, я надеюсь, будет 2 объекта всемирного культурного наследия. Татьяна Ларионова обозначила сроки предстоящих работ. До 30 сентября должны быть отправлены документы в ЮНЕСКо. До 10 октября нужно предоставить проектно-сметную документацию реставрации.
коммуникации. Пока же обсерватория Энгельгарта будет продвигать космос в массы. Здесь почти достроили кампус для научных презентаций, хотят построить гостиницу на 30 мест, а школьники и студенты смогут заниматься спортом на специальной площадке. В планах и свадьбы под луной. Молодожены смогут зарегистрировать свой брак под звездами. Алия Хайрудинова, Данил Филатов, ТНВ, Зеленодольский район. До выборов депутатов Государственной Думы осталось 8 дней. В связи с пандемией голосование будет иметь ряд нюансов. С 17 по 19 сентября будут работать 2810 участков. Их оснастят согласно требованиям Роспотребнадзора. Для избирателей будет несколько правил посещения. Сегодня Марина Потяшина и Андрей Кондратьев на примере казанского участка в ДК «Московский» подробно разобрали процедуру голосования с поправкой на пандемию. 5,7 моя температура. На входе всех избирателей ждет температурный контроль. В случае, если у кого-то она будет повышена, этого человека изолируют в специальное помещение. Там он сможет проголосовать, и его осмотрит врач. Из опыта таких избирательных кампаний мы не видели никогда, чтобы у нас на одном избирательном участке накапливалось число лиц с повышенной температурой. Перед этими выборами ЦИК Республики проверил все термометры на участках и обещает, что их показания будут верными. У нас было порядка 200 термометров. Либо вышли из строя, либо батареи, понятно, это они заканчивают свою работу, батареи. Мы полностью этот вопрос решили, заменили все батареи, протестировали термометры. На самом избирательном участке все расположено с учетом социальной дистанции. Избиратели попросят соблюдать расстояние 2 метра. Каждый должен будет надеть маску и получит индивидуальную ручку. Члены комиссии также будут работать в масках и перчатках. А столы выдачи бюллетеней в этом году еще оснастили защитным стеклом. Через стекло видно все. В начале и в конце каждого дня голосования у всех участках пройдет санитарная обработка. Мы должны добиться того, чтобы избирательный участок был абсолютно для посещения безопасен. Это самое безопасное место. Вы посмотрите, как на самом деле, где ходят в маске, где не ходят в маске. Поэтому здесь мы стараемся полностью выдержать вот эти стандарты. На контроле у нас все избирательные участки. Безусловно, все меры будут соблюдены. И поэтому никаких рисков возникновения и распространения новой коронавирусной инфекции, связанной с выборами, мы не видим. Каждый избирательный участок будет дважды проверен Роспотребнадзором во время подготовки к выборам и в сами дни голосования. Дмитрий Аринин, Ильшат Мухаметов, ТНВ, Казань. Еще один татарстанец вошел в плеяду федеральных руководителей. Сегодня Дамир Фаттахов назначен заместителем руководителя Федерального агентства по делам молодежи. Распоряжение подписал премьер Михаил Мишустин. Дамиру Фаттахову 42 года, он уроженец Казани, по образованию юрист, заядлый КВНщик. В 2011 году окончил Московскую школу управления Сколково. До того, как возглавить Министерство молодежи республики, руководил Кировским районом столицы и занимал пост первого заместителя руководителя исполкома города. Кто теперь возглавит Минмолодежи Татарстана, пока не сообщается. Язык Тукая вновь объединит планету. Уже завтра в 11 часов дня во всем мире начнется ежегодная акция «Татарча диктант». Прямая трансляция будет идти на канале ТНВ Татарстан и ТНВ Планета. Если в прошлом году из-за пандемии «Татарча диктант» писали только онлайн, в этом году он пройдет и в традиционном формате. Как города и страны готовятся к акции, почему в некоторых библиотеках резко вырос спрос на книги татарских классиков. Обо всем по порядку. Рамиль Шайдуллин. Наби Даулиның әсәрләре бармы сездә? Наби Даули в Томске, как Джоан Роулинг в лучшие годы Поттерианы. Вот уже 2 года, как за его книгами охотятся. По словам библиотекарей, это итоги акции «Татарча диктант-2019». Его писали именно по тексту этого автора. В этом году на предстоящем диктанте уже другое произведение. Организаторы гадают, сможет ли оно повторить такой же успех. Мы уже всех оповестили, дали информацию и в социальных сетях. Ждем примерно 50-60 участников. Столько людей вместит площадка в особняке Купцова с учетом антиковидных мер. Рассадка через каждые 1,5 метра. Онлайн-формат тоже сохранился. Для этого нужно пройти регистрацию на сайте диктант.татар. 12 сентября в доме Друлаты. Именно вот в этом зале. Десятки участников ждут и в Доме дружбы города Нур-Султан. В Казахстане проживает более 200 тысяч татар, поэтому традиционно здесь активно присоединятся ко всемирной акции. 12 сентября в 11 утра мы проведем в столичном Доме дружбы. Данная акция проводится не только в городе Нур-Султан, но и во всех регионах Республики Казахстан.
Усиленно к акции сегодня готовятся в Казани. Участники повторяют материал, организаторы готовят площадки. Главной станет Институт филологии и межкультурной коммуникации. Кроме этого, татарча-диктант будут писать во всех вузах, в исполкоме города. Еще одна из традиционных площадок – Центральная библиотека Казани. Вас всех приглашаем 10 сентября к 11:00. Впервые татарча-диктант будет идти 3 дня. 10 сентября в Татарстане и Башкортостане участники напишут диктант по отрывкам из произведений Гумера Баширова. Текст зачитает профессор, доктор филологических наук Фуад Галимуллин. 11 сентября диктант пишут в регионах России. Текст из произведения Ибрагима Салахова прочитает директор филиала ВГТРК в Татарстане Фирдус Гималдинов. Для участников из других стран текст Гумера Баширова прочтет актер Фанис Зиганшин. Мне из Америки стали писать, почему Фанис в 11, в это время у нас 4 утра, мы что, должны в 4 утра встать? Я говорю, да, ради одного раза в жизни такого момента стоит встать даже в 4 утра. Всего в этом году диктант напишут более чем в 20 странах. В США, Канаде, Нидерландах, Китае, Турции, Германии, Чехии, Великобритании, Объединенных Арабских Эмиратах и других уже зарегистрированы более 117 площадок. Рамиль Шайдуллин, Ильшат Мухаметов, ТНВ, Томск, Нур-Султан, Казань. В Татарстане готовят ответ на письмо активистов из Москвы, которые обратились к президенту республики за помощью в решении вопроса. По их словам, у детей нет возможности изучать родной татарский язык в столичных школах. Поручение разобраться дал Рустам Миниханов. К изучению вопроса уже подключились Всемирный конгресс татар и Министерство юстиции. Об этом сегодня сообщили в Казанском Кремле. Татарский язык в прошлом учебном году изучали дети в более чем 1000 образовательных учреждений в 28 регионах страны. Получить специальную литературу и пособие большинству из них помогла республика. В целом ситуация очевидна. Если законодательство, которое вносилось изменения, предполагало, и нам аргументировали это тем, что родной язык будет давать право детям, вне зависимости от того, в каком субъекте они проживают, право учить родной язык, который они выберут любой, который для них является родным, значит, такое право должно быть обеспечено, будь то чувашский, марийский, неважно. Позиция президента, если вы помните, он неоднократно это говорил с этой трибуны. Сегодня в рамках Международного фестиваля мусульманского кино показали кадры из фильма «Мы. Дети 41-го года» по одноименной повести Мухаммада Магдеева. Это кино о войне, какой ее запомнил сам автор. Съемки проходили в Арском районе, где он родился и вырос. Именно атмосферу военного заказания хотел передать в новой картине татарстанский режиссер Амир Галиаскаров. Как картину приняла международная публика, узнал Рамиль Шайдуллин. Как тяжело и сложно сегодня нам даже представить, что было в военные годы. Голод, холод, страх. Ведь это было не с нами, это было с нашими дедами. И вот один из их поколений, Мухаммад Магдеев, в начале 80-х написал обо всем этом книгу, которая сразу стала, как сказали бы сегодня, бестселлером. Катарсис Ангра. Можно ли детские воспоминания взрослого писателя передать на большой экран? Можно. Это доказывает татарстанская команда, которая в марте этого года начали съемки полнометражного фильма. В основе повесть Мухаммада Магдеева. Места съемок – родина писателя. Герои – люди, которые, несмотря на тяготы и лишения, верили, что впереди светлое, мирное будущее. Эта роль была ответственная. Тема непростая, и года непростые. И вот окунуться в эту атмосферу, это было очень ответственно. Нужно было передать абсолютно все. Сегодня первые кадры этой картины смотрят в рамках Международного фестиваля мусульманского кино, а значит, их оценивают не только простые зрители, но и строгое международное жюри. Сама история изначально, она простая, понятна не только татарскому народу, понятна вообще всему народу, я бы сказал, даже всему миру. Если перевести на английский язык, там будут совершенно общечеловеческие ценности, которые всем понятны. Поэтому наше кино не для Татарстана, но для зрителей всех возрастов, всех стран. Таким образом, часть жизни военного заказания сегодня в поле зрения мирового кинематографа, а уже полная картина окажется в скором времени в поле зрения всех зрителей. Официальная премьера запланирована на начало следующего года. Рамиль Шайдуллин, Алмаз Единов, ТНВ, Казань. Татарстанский синтез откроет российский сезон раньше других. Все из-за участия казанской команды в Лиге чемпионов. Первые матчи казанские ватерполисты сыграют 12 и 13 сентября в Москве. Соперником у действующих чемпионов России будет команда ЦОП Москомспорта. Перенос игры согласован в Федерации водного пола России из-за наложения графика национального чемпионата на второй квалификационный раунд Лиги чемпионов ЛИН, в котором наша команда начнет свое выступление в конце сентября.
В одном зале скорость, реакции и болевые приемы, в другом грация и пластика. Сегодня 8-й соревновательный день первых игр стран СНГ в Казани. Турниры проходят сразу по 8 дисциплинам. Среди них дзюдо, художественная гимнастика, стендовая стрельба, бадминтон, танцевальный спорт. Сборная России продолжает лидировать в общем медальном зачете. У наших спортсменов 137 наград. Дневник игр в обзоре Вероники Гайнудиновой. Броски, болевые приемы, удушения и удары. На татами лучшие юниоры, дзюдоисты СНГ. Была тяжелая борьба, но у меня все получилось, и я вышел в финал. Хочется выиграть в своей весовой категории 100+. Это основной резерв национальной команды. Многие уже даже входят в состав национальной команды взрослой. И сегодня мы будем видеть тех спортсменов, которые, возможно, будут готовиться к играм Олимпиады в Париже. Валерию Яндовицкому 21. Учится на радиста, но уже 15 лет в дзюдо. На первые игры стран СНГ большие планы. Конечно же, первое место, золотая медаль. Она тут очень красивая. Вот, а вообще мне очень понравились соревнования. Нравится, по крайней мере, хорошая организация. И в целом город очень прекрасный для проведения таких соревнований. Мы очень рады, что спорт объединяет наше государство, что дзюдо тоже привносит вклад в это. В этом зале первый день состязаний в художественной гимнастике. Это мой первый международный турнир. Вот. Я должна показать себя по максимуму. Сегодня в Центре гимнастики выступают 44 спортсменки из 8 стран СНГ. Они соревнуются как в индивидуальных, так и групповых упражнениях. Если сегодня выступление с мячом и обручем, то завтра с булавами и лентой. Хочется показать, конечно же, чему нас научили тренера, что мы вообще работали. Первый раз в Казани, очень понравился город, очень красиво. Все в счастье, все выступают, получают удовольствие. Это такие получились добрые, дружественные соревнования. В общем медальном зачете на 8-й день соревнований продолжает лидировать сборная России. Наши спортсмены завоевали 84 золотых, 22 серебряных и 31 бронзовую медали. Вероника Гайнудинова, Игорь Романов, ТНВ, Казань. Это все новости, о которых мы успели вам рассказать. Всего вам доброго. До встречи. Здравствуйте. В студии София Егорова. Из-за холодного воздуха северных широт в республике сохраняется прохладная погода. По данным сервиса Яндекс.Погода, в Бугульме, Бавлах и Азнакаево облачно, ночью и утром дожди, днем плюс 12-13 градусов. Не исключены осадки в Набережных Челнах, Нижнекамске и Елабуге. Прохладно, плюс 14. В Агрызе, Менделеевске, Актаныше в течение всего дня прогнозируются осадки. Температура пониженная, плюс 13-14 градусов. Облачно с прояснениями в Арске, Кукмаре и Балтаси. Пока прохлада сохраняется, плюс 12. В Болгаре, Дрожжином и Буинске не исключены дожди и порывистый ветер. В Альметьевске, Чистополе и Мамадыше облачно с прояснениями, временами дождь, днем до плюс 14 градусов. В субботу ситуация начнет улучшаться и, наконец-то, станет теплее. Федеральная сеть медицинских центров «Доктор Ост». Лечение самых сложных заболеваний позвоночника и суставов без боли и хирургического вмешательства. За 12 лет в 10 городах России врачами клиники отменено более 70 тысяч операций. Боль в спине? Пора начинать лечение в «Доктор Ост». Вместо скальпеля и лекарств новейшие технологии. Мы создаем условия, чтобы ушли боль и скованность движений. Даже грыжа исчезает без следа. «Доктор Ост» – лучшая клиника по лечению позвоночника. В Казани жителей ждет облачность с прояснениями. Пройдут дожди, преимущественно утром и в первой половине дня. Температура ночью и днем около 12 тепла. Ветер западный, умеренный до сильного. Атмосферное давление 750 мм ртутного столба. Влажность воздуха 82%. Магнитное поле Земли спокойное. В республике установилась холодная погода с температурой на 4-6 градусов ниже нормы. Но, как показывает многолетняя практика, тепло всегда возвращается ближе ко второй половине сентября, после холодной и дождливой погоды. Ждем с нетерпением. На этом наш выпуск завершен. До свидания.